Завтра, 27 марта, свой профессиональный праздник, День войск Национальной гвардии Российской Федерации, отмечают военнослужащие и гражданский персонал войск Национальной гвардии России. И с предстоящим праздником сегодня в нашей студии мы хотим поздравить подполковника Никиту Воробьева, заместителя начальника управления Росгвардии по нашей республике, начальника отделения по работе с личным составом. Доброе утро, Никита Сергеевич. Доброе утро. Ну, в первую очередь, конечно же, поздравляем вас с предстоящим праздником. Скажите, Спасибо. пожалуйста, а почему ваш праздник отмечается именно 27 марта? Откуда вот пошла эта дата? Если маленько об истории создания праздника Дня войск Национальной гвардии, значит, здесь что хочется сказать, что 16 января 2017 года указом президента Российской Федерации за номером 10 был утвержден праздник День войск Национальной гвардии. В этот день у нас празднуют не только военнослужащие, сотрудники данного праздника, но также и гражданский персонал нашего ведомства. Вот. Истории День войск Национальной гвардии сейчас не имеет, в связи с тем, что он празднуется всего лишь 2 года со дня подписания указа. Вот. Но если копнуть глубже, то День внутренних войск, преобразованный в День войск Национальной гвардии, имеет большую историю и уходит в далекое прошлое. Вот. Так, 27 марта 1811 года император Александр I издает указ о создании в губернских гарнизонах инвалидной команды. Вот. Но здесь не надо обманываться термином, и это инвалид. Да, в то время это были ветераны. Ветераны, прослужившие более 15 лет в боевых частях, имеющие большой опыт. То есть среди них создавалось войска внутренней стражи. Вот. Если маленько об истории становления и развития войск Национальной гвардии, здесь можно разделить на 3 периода. Вот. Первый – это начальный, он длился с 1811 по 1917 год. Вот. Это более 100 лет периоду. Вот. Это от создания войск внутренней стражи, их реорганизация на регулярные войска и конвойную стражу. Это идет у нас до Октябрьской революции 1917 года. Второй период у нас идет советский. Это с 1917 по 1991 год создание войск ВЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ, МВД СССР. Здесь идет их становление, развитие, служебная боевая деятельность и, соответственно, современный период. Это с 1991 по настоящее время вот, создание внутренних войск и войск Национальной гвардии. Никита Сергеевич, скажите, а вот насколько расширились функции войск на современном этапе? Раньше вот в одно же было ведомство МВД и вот... Да, с переходом внутренних войск при распаде СССР, значит, внутренние войска у нас переходят в МВД. Это МВД Российской Федерации. И в 2016 году в силу требований времени их преобразовывают в новую структуру войска Национальной гвардии. Вот, в связи с этим на них возлагаются дополнительные задачи. Это такие, как участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Вот, первое. Государственный федеральный надзор в сфере оборота оружия, частной детективной охранной деятельности, охрана важных и режимных объектов, охрана имущества физических и юридических лиц по договорам. В связи с этим в силовую структуру войск Национальной гвардии были добавлены такие подразделения, как вневедомственная охрана, лицонно-разрешительные работы, отряды мобильные особого назначения и специальные отряды быстрого реагирования. А ведете ли вы какую-нибудь работу, военно-патриотическую, может быть, да, или по сохранению вот славных традиций вот с молодежью? Если да, то какую? Да, это в обязательном порядке. Значит, управление Росгвардии по Сахате данную задачу считает для себя приоритетной в связи с тем, что мы на сегодняшний день уже формируем будущие кадры, нашу замену. В связи с этим у нас заключены много соглашений со средними образовательными учреждениями, техниками, также и в УЛУСах, в частности в Мирном. Вот. Мы организовываем День открытых дверей, на которых у нас выступает с показательными выступлениями спецназ, выставку современного вооружения и военной техники, уроки мужества проводим как на местах средних образовательных школ, так и у нас в подразделениях непосредственно при Дне открытых дверей. Поэтому работа ведется достаточно активным образом. Вот. В рамках 23 февраля у нас была неделя мужества. Тут у нас прямо
комплекс мероприятий был по всем средним образовательным школам. Сейчас у нас в марте идут Дни Росгвардии, посвященному празднику. То есть также у нас месяц направлен на работу с молодежью. Ну и в целом в течение года. А что вы хотите пожелать своим коллегам вот, в праздничный день? Ну, коллегам, во-первых, мне хочется поздравить с наступающим праздником. Это ветеранов войск Национальной гвардии за их труд, который они отдали во благо спокойствия и мира в нашей стране. Хочется сказать слова спасибо женам, ну и уверенности в завтрашнего дня и мирного неба над головой. Огромное спасибо вам за интересную познавательную беседу. Я вас еще раз поздравляю с предстоящим праздником. Приходите к нам еще.